И сегодня депутаты Госсовета Коми на заседании сессии рассмотрели 23 вопроса. Как всегда, в центре внимания бюджет. Увеличивается расходная часть. Львиная доля средств пойдет на 5 инвестпроектов. Завод ферросплавов в Инте, комплексная застройка жилого квартала и производство поддонов в Сыктывкаре, горно-рудный комплекс в Усть-Куломском районе, производство по извлечению, переработке и утилизации нефтешламов в Усинске. Как отметил председатель Госсовета Сергей Усачев, чем больше инвестиционных проектов, больше рабочих мест, а значит и налоговых поступлений. Это путь к социально-экономическому развитию региона. Общая стоимость этих проектов 9,5 миллиардов рублей. Они предполагают создание более 700 рабочих мест и обеспечат налоговые поступления в бюджет в районе миллиарда рублей. Это тот путь, по которому должна идти республика. Для того, чтобы мы обеспечили сбалансированность бюджета, необходимо создание как можно большего количества рабочих мест. Еще в Республике Коми впервые вводится такая награда, как Герой труда Республики Коми. Она обеспечивается ежемесячной выплатой по 5100 рублей, компенсацией на жилищно-коммунальные услуги и до 30 тысяч рублей ежегодно на санаторно-курортное лечение. Еще две новые государственные награды, касающиеся семейной политики, орден и медаль «Родительская слава». Единовременные выплаты по ним, соответственно, по 150 и 100 тысяч рублей. Будет установлен лимит на количество семей, которые будут ежегодно могут представляться к поощрению. Но я думаю, так как у нас это все будет разворачиваться, да, если будет видно, что будет много заявок, я думаю, что в дальнейшем мы поставим на контроль. И если действительно семей будет больше, которые будут достойны поощрения, мы будем обращаться в правительство, к главе Республики Коми, для того, чтобы увеличить количество семей, которые заслуживают такого поощрения. Также оставшиеся с прошлого года средства пойдут на компенсацию выпадающих доходов ресурсоснабжающим организациям и увеличение финансирования народного бюджета.